Посторонним вход на территорию птицекомплекса строго воспрещен. И даже его сотрудникам, прежде чем попасть сюда, нужно пройти ряд процедур. Обработка обуви раствором и душ прямо на рабочем месте. Главное – соблюсти санитарные меры. Магомед Эльмурзиев работает начальником участка с момента открытия птицекомплекса «Южный». В его обязанности входит организация технологического процесса на участках подращивания. Условиями мужчина доволен. На зарплату тоже не жалуется. Она здесь выше, чем в среднем по республике. Я сам по себе ветеринарный врач. Я окончил в Астане сельскохозяйственный институт. Работал по профессии в Казахстане. Работал и не по профессии. В республику, когда я сюда переехал, сюда я пришел, мне понравился сам проект, интересный проект. Есть перспектива для работы. Понравилось мне здесь еще то, что все надстроечные помещения, которые должны соответствовать по требованию и для удобства работы людей, тут как бы вроде бы все это соответствует. Птицекомплекс «Южный» начал свою работу 25 мая этого года. Введены в эксплуатацию 4 площадки – инкубатор, участок подращивания и 2 участка выращивания. Готовится к запуску убойный цех и мясоперерабатывающий завод. Несмотря на недавний запуск, здесь уже трудоустроены 98 человек. И еще 5 сотен вакансий остаются открытыми. Директор по производству, главный технолог, ветеринарный врач, инженер, электромеханики. Здесь ищут разных специалистов. Только вот желающих, несмотря на хорошую зарплату, как оказалось, не так много, рассказывает генеральный директор птицекомплекса. Даже вот на простые, рядовые должности тоже проблема найти специалистов. Хотя мы сейчас пытаемся тоже, закупили свой транспорт, 3 автобуса мы купили. Будем сейчас людей привозить и увозить. А почему не хотят? Не знаю. У нас нет проблем. Только с 2 вакансиями, с двумя должностями. Это сторож и водитель. Вот желающих устроиться сторожем очень много, и желающих устроиться водителем очень много. А остальные специальности у нас немножко хромаем. Главный критерий здесь не опыт и даже не образование, а обучаемость и наличие базовых знаний по своему направлению, говорит генеральный директор комплекса. Готовы помочь здесь и с предоставлением жилья. Если у человека есть базовые знания, он готов развиваться, он готов строить карьеру здесь, на нашем предприятии, мы с удовольствием готовы брать этих людей. Здесь у нас мы ни одного специалиста, ни одного человека не принимаем по каким-то родственным или по каким-то там критериям, кто кому родственник. Зарплаты у нас здесь тоже неплохие, от 20 и выше, 25, 30 тысяч, 35 тысяч. Это я сейчас говорю про рядовые должности. Естественно, специалисты получают гораздо выше. Здесь хотелось бы еще и обратиться к нашим, людям, которые работают в других регионах, которые хотели бы вернуться на родину. Мы готовы оказать содействие и обеспечить жильем. Мы готовы платить очень хорошие зарплаты специалистам, которые имеют опыт работы. Для обмена опытом в работе на подобном предприятии привлекут специалистов, экспертов в этой области из других регионов. Функция наша в чем заключается? Именно создать этот стартап этого проекта, подобрать специалистов и обучить. Потому что, как бы говорится, все равно приглашенные специалисты – это люди временные здесь, понимаете? Поэтому основная функция, обучить местный персонал, работать. И чтобы этот комплекс уже работал без всяких потрясений, сдвигов, понимаете? На сегодняшний день из-за нежелания безработных из нашей республики трудиться на подобных предприятиях на вакантные должности приходится привлекать рабочих из соседних регионов, что в корне неправильно, считают многие жители. К примеру, открытие птицекомплекса «Южный» дает возможность более 500 жителям Малгобекского района устроиться на работу. Было бы желание. Человек, он для того, чтобы занять какую-то должность, хорошую, он должен начинать с нуля. Естественно, это маленькая зарплата, это много работы. Многие этого не хотят. Многие сегодня хотят сразу прийти, сесть в кресло и получать хорошую зарплату. Этого не бывает. Несколько раз в социальных сетях размещал информацию именно в селе, о том, что необходимы работники именно на наш птицекомплекс.
приходили ребята, несколько человек, человек 10-12, наверное, трудоустроились. Работают, никаких проблем нету. Кто хочет работать, пожалуйста, пусть приходит в любое время. Рабочие места есть, но не каждому они по душе. И не все хотят трудиться, говорят в центре занятости. В целом, многие встают на учет по безработице из-за пособия. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.